Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Уайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, традиционно призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Начну с главной новости этой недели. На одном из журналистских сайтов неизвестный человек разместил угрозу, что 10 апреля произойдет вооруженное нападение на одну из славянских школ. И под этой угрозой также был размещен лозунг «Слава России». И, конечно же, эта новость начала обрастать всякими различными слухами. И уже первоисточник практически невозможно найти. Руководство славянской полиции думало, придавать ли эту угрозу гласности или лучше промолчать. Но в итоге, как мне кажется, приняли правильное решение и решили общественность предупредить об этой угрозе. Всем родителям детей, которые ходят в школы, были разосланы на имейлы письма, что 10 апреля будет усиленная охрана по всем славянским школам. Очень хорошо, что славянская полиция не закрыла глаза на эту угрозу, не решила все спустить на самотек, не подумала, что это какая-то шутка, а приняли все меры предосторожности. Во всех школах были закрыты двери, вокруг школы дежурила полиция, и в большинство школ была предоставлена дополнительная охрана. Но как бы в письмах не призывали родителей не предаваться панике, люди все равно были напуганы. И многие родители в этот день не отвели своих детей в школу. Да, и к слову сказать, что дополнительная охрана была выставлена не только 10 апреля, а до конца учебной недели, включительно до пятницы. Возможно, бы этой угрозе не придали бы такого огромного значения, если бы там не присутствовал лозунг «Слава России». Все, что касается хотя бы какого-нибудь косвенного упоминания о действиях Российской Федерации, воспринимается в Европе очень остро и настороженно. По-прежнему в Любляне стоит острый вопрос с поиском жилья. Особенно с большими проблемами сталкиваются студенты. Взяли интервью у люблянских студентов. И вот на что они жалуются. Хозяин, например, сдает маленькую студию с балконом, но не разрешает пользоваться балконом, не разрешает готовить в квартире. Или, например, хозяин сдает комнату 4 студентам. И в этой комнате есть 4 кровати, но нет, например, стола, чтобы делать уроки. Один студент рассказывает, что он пришел осматривать комнату, где не было кровати. И когда он резонно об этом заметил своему будущему хозяину, хозяин сказал, что ничего страшного нет, купишь свою кровать. Естественно, очень многие хозяева не разрешают приводить друзей, не разрешают заводить домашних животных. Некоторые собственники умудряются даже сдавать подвальные помещения в качестве жилого объекта. Также студенты жалуются, что многие хозяева их не уважают и могут заходить в их жилье, когда их нет дома, и даже не предупредив об этом. И при всем при этом цены на жилье нереально высоки. Если студент нашел просто комнату за 350 евро плюс коммунальные услуги, то это считается большой удачей. И, конечно же, студенты говорят о том, что без помощи родителей они бы не справились. Друзья, если вы вдруг сейчас ищете квартиру в Любляне, то мои знакомые сдают однокомнатную квартиру в спальном районе Любляны за 600 евро плюс коммунальные услуги. Если вас это предложение интересует, то можете написать мне личное сообщение на электронную почту или в личные сообщения Инстаграма. Парламентский комитет по здравоохранению поддержал предложение коалиции о проведении референдума по рассмотрению регулирования права на помощь в случае добровольного ухода из жизни. Так они называют право на эвтаназию. И сейчас в Словении идут споры. Вообще в законодательстве не разрешена эвтаназия. И сейчас как бы пытаются приблизиться к тому, чтобы все-таки разрешили так называемую помощь при уходе из жизни. Потому что некоторые пациенты очень измучены болезнью и сами уже не хотят жить. И хотели бы, чтобы им помогли спокойно умереть. Но в словенском обсуждении об этом говорят как бы
бы не о прямой эвтаназии, не о прямом умертвлении пациента, а якобы, что он имеет право отказаться от медицинской помощи, отказаться от медикаментов. И сейчас идут споры, можно ли это разрешить. Противники этого закона говорят, как мы можем вообще в нашей стране принять эвтаназию, если у многих пациентов еще нет своего собственного врача, огромные проблемы в медицине. То есть славянская медицина еще не вышла на такой уровень, чтобы разрешить умерщвление пациента. Напомню, что эвтаназия на данный момент разрешена в 8 европейских странах. И как мне кажется, что славянское общество еще не готово к принятию закона об эвтаназии. Но, возможно, я ошибаюсь. Делитесь своим мнением в комментариях, что вы думаете по поводу эвтаназии. Недавно, ожидая автобуса на остановке, я обратила внимание, что крыша остановки засажена растениями. Сейчас в новостях я прочитала, что более 40 крыш остановок по всей Любляне засажены растениями. Это сделано для того, чтобы маленькие насекомые, в том числе пчелы, ощущали себя комфортно в городской среде. Так что теперь, ожидая автобуса на остановке, вы можете любоваться крышами-клумбами и постараться не быть ужаленным пчелой. Ну и в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от плюс 12 до плюс 23. Облачно с прояснениями. Алиса, а какая погода сегодня в воскресенье? Сейчас в Любляне плюс 23. Облачно с прояснениями. Сегодня осадков не обещали. Вечером плюс 22, а ночью плюс 13. Будет ясно. Алиса, спасибо. Так и хочется вам что-то еще приятное сделать. Друзья, на этом новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайк и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч! Oh,